Добрый вечер или здравствуйте. С вами журналист Олег Желнин. И это телепередача «Память поколений». Сегодня мы выходим на YouTube-канале, так как хотелось бы раскрыть опять некоторые секреты этого кладбища. Хочу напомнить, что телепрограмма СМИ «Точка взаимодействия» вместе с музеем города Якутска раскрывает тайны старого кладбища на Хатунуряхе, столице Якутии. И здесь мы хотим создать исторический памятник под охраной государства и открыть сквер поколений. Напомню, что мы нашли уже семьи Лукиных, поговорили с представителем потомков Новгородовых. А сегодня я хотел немножко рассказать что мы еще нашли. На сегодняшний день мы ведем поиски исторических документов в Национальном архиве Республики Саха-Якутия. Хотелось бы очень сильно поблагодарить директора и всех его коллег за то, что они нам помогают. Уже найдены определенные исторические документы, доказывающие, что вот здесь, на этом кладбище, точнее, это кладбище достаточно древнее. И нагробный камень, который здесь найден, это доказывает. Плюс есть исторические документы о том, что здесь происходили все-таки захоронения. И здесь были казацкие вотчины, так сказать. Хотелось бы напомнить, что слово «дача» оказывается идет от того, что царь-батюшка России наделял казаков наделами, то есть даром. И казаки называли это дачами. И вот здесь в Хатунуряхе они строились, свои дома, распахивали землю, растили рожь. Много интересных вещей оказывается в архиве нашем национальном. И здесь я хотел бы сейчас перейти конкретно уже к нашему кладбищу и рассказать, что же все-таки здесь мы нашли еще достаточно интересных фактов. Сейчас я вам покажу, что же там происходило. Вот мы находимся сейчас именно на кладбище на Хатунуряхе. Здесь у меня немного настройки не срабатывают. Так вот. Вот смотрите. Сейчас немного не видно. Мы опять пообщались с родственниками здесь захороненных людей. Достаточно хорошо выяснили некоторые подробности. Вот это кладбище. Вы в наших программах это уже видели, так скажем. И вот это надгробие. Еще раз напоминаю, кто не в курсе. Она достаточно из прошлого века. Здесь захоронены потомки семьи Новгородовых. А сейчас здесь выяснились интересные факты. Вот видите, здесь, так скажем, кладбище действительно подверглось вандализму. И мы рассказывали об одном человеке. К сожалению, мы очень сильно просим откликнуться родственников данного человека. Расспрашивая старожилов, здесь лежит Третьяков Дмитрий Павлович. Это пастух совхоза Якутский. Это последнее его место работы. Но дело в том, что он прошел войну и был тяжело ранен. И осколки остались в его теле, поэтому он был как бы инвалидом войны. И вот здесь его похоронили. То есть достаточно недолго прожил после войны. Также напомню теперь, что вдалеке стоят, нашли новое захоронение. Точнее, это уже не новое. Выяснилось, что вот здесь захоронен брат героя войны Марат Лукин. Вот здесь. Он там. Если еще раз напомню, это его, вот это и есть брат Марата Лукина, героя войны.
Петр Лукин. Их старший брат Михаил Лукин погиб в Балаклаве. Захоронен в братской могиле, где лежат 3500 наших солдат. А теперь мы провели исследования определенные. И спасибо родственникам семьи Поповых. Это скоро будет известно, когда мы более подробно расскажем. Вот здесь семья Поповых. И выяснилось, что Степан Иннокентьевич Попов, а это его жена. И выяснилось, что Степан Иннокентьевич всю войну руководил Холбасом достаточно серьезное время. Более подробно, я надеюсь, что расскажут потомки семьи Поповых, потому что остались только, мы нашли только внучек пока. Дальше оказалось, да, семья Сергеевых. Об этом в нашей передаче расскажет Силин Дмитрий Владимирович, он потомок семьи Сергеевых. Вот, к сожалению, Силин Владимир Владимирович расскажет о семье Сергеевых. И тоже эта история очень интересная. Мы устанавливаем, вот здесь захоронен сын Сергеев, приемный сын Георгий Иванович. Ему было 14 лет. К сожалению, он умер от порога сердца. И хотелось бы рассказать еще, и здесь же находится отец. Но я думаю, что мы это подробно расскажем уже с потомками семьи Сергеевых. Это будет Силин Дмитрий Владимирович. Но здесь неожиданно открылась еще одна могила, которая вот достаточно хорошо ухоженная, как видите, да? Но нет на ней, как видим, таблички. Ну, вкратце скажу, мы нашли потомков этого человека. Зовут его Ян Сергей, кореец. Более подробно нам расскажет его потомок Ян Семен Сергеевич в нашей передаче. И предварительные данные мы уже имеем по вот этим. Тоже они, насколько я понимаю, относятся к Яну Сергееву. Ну, более точно мы тоже еще подскажем. Как я уже говорил, да, мы встречались с потомками семьи Новгородовых. И здесь неожиданно оказалось, что наш известный межзлатовед Якутии, почетный гражданин города Якутска Виктор Шепелев является потомком этих людей, которые здесь захоронены из семьи Новгородовых. И я хотел бы рассказать немного, что нам удалось узнать. Вот мы сейчас проходим, еще раз напоминаю, это Ян Сергей, это вот с Новгородов Дмитрий Новгородов. И вот, как мы выяснили в прошлой передаче, где-то здесь, к сожалению, из-за вандализма теперь не установить, захоронен дядя Виктора Шепелева. Дело в том, что мы тогда в той передаче говорили о том, что вот семья Новгородовых, да, мы нашли фотографии и так далее. И здесь женой старшего Новгородова является Татьяна Васильевна Новгородова, но она в девичестве Шепелева из Табаги. Еще узнали, что здесь, где-то вот здесь, лежит отец Дмитрия Тролукова. Дело в том, что он участник войны, и Дмитрию Тролукову, который рассказывал об этом кладбище, было всего год, когда отец умер. Мы более подробно об этом узнали. Очень интересный факт такой. Из книги
Радия Семеновича Шепелева. Это как раз потомок Шепелева. Вот мы специально поставили книгу на Алексея Дмитриевича Новгородове, потому что он был работником якутской типографии. И Радий Семенович, к сожалению, недавно ушел из жизни. Работал он у нас на Сахана радио. Вот издал вот такую книгу «Семи Шепелевых». Я сейчас покажу, да. И здесь есть потомки Новгородовых. И мы попросили Виктора Шепелева, нашего почетного гражданина города Якутска, встретиться с нами. Он может еще указать, где. К сожалению, видите, вандализм был достаточно серьезный. Здесь захоронен где-то герой войны Семи Новгородовых. Также мы будем искать брата, а точнее, получается, дядя Виктора Васильевича Шепелева нашего. Может быть, он вспомнит, где все это здесь находилось. Как выясняется, здесь достаточно очень большая историческая память у этого кладбища, и, к сожалению, требует очень серьезного исторического подхода. Мы надеемся на помощь наших дорогих коллег из Национального архива Якутии. Ему установить все-таки всех, ну, по мере возможности, где какие могилы находились. Мы просим откликнуться семьи, опять же, Сергеевых, Поповых. Как оказалось, что есть еще родственники у Поповых, внучки. Мы просим откликнуться семьи Силаевых, ищем. Семьи Округиных. Дело в том, что мы никак не можем найти Округиных, они там чуть дальше. И захоронены. И семьи Рыбаковых. Дело в том, что вот как раз сказали, Рыбаковы тоже здесь присутствуют, но ничего не сохранилось. И очень большая просьба откликнуться семью Терентьевых, потому что по нашим данным у Дмитрия Павловича Терентьева, который был пастухом, как инвалид войны, был родной брат, насколько я понял. Он, кажется, не вернулся с войны. Очень большая просьба откликнуться. Писать можете на WhatsApp, желательно по телефону 7914 753 111 или на сайт округ нижнее подчеркивание mail.ru. И очень сильно хотелось бы, чтобы родственники откликнулись, потому что предстоит очень большая работа. Здесь очень много интересных историй. Мы, кстати, забыли самое главное. Мы также не можем установить, откликнуться семью Кондаковых. Кто это? Кто именно Кондаков? Вот сейчас я вам покажу. Смотрите. Здесь написаны только инициалы ИП. А кто именно это? Никто не может нам сказать. Ну, судя по отгородке и так далее, достаточно известный человек был. Похоронен он в 47 году, в марте. Кондаков НП. Вот хотелось бы узнать все-таки, кто это за человек и кто здесь жил. Еще раз прошу всех, кто знает об этом кладбище или предполагает, что здесь захоронены ваши родственники, просим откликнуться на нашу телепрограмму СМИ «Точка взаимодействия» и музей города Якутска «Память поколений». Телефон 7914 2 753 111. До встречи.